Петь любят практически все, кто делает это в караоке, кто перед зеркалом. Но любить не значит уметь. Возможно ли улучшить свои вокальные данные, узнаем у эксперта. Мария, добрый день. Расскажите, пожалуйста, вообще с чего начинать? Ну, для начала, конечно же, когда человек собирается заняться вокалом, он приходит к педагогу, и педагог первым делом проверяет, есть ли у него достаточные данные для занятия вокалом. Но это для занятия профессиональным вокалом. А если вы хотите заниматься просто для себя, ну просто петь в караоке, может быть, просто дома на каких-то вечерних домашних приемах исполнить какую-то песню, то, конечно, петь может каждый. Мария, мы можем вообще узнать, есть ли у меня хотя бы какие-нибудь способности, чтобы научиться петь? Конечно, прямо сейчас мы можем попробовать выявить ваши способности. И для начала мы проведем такой же экзамен, который сдают абсолютно все поступающие в музыкальную школу. Проверим ваш слух, ритм и частоту интонации. Я буду хлопать. Ваша задача точно воспроизвести тот ритмический рисунок, который я вам показываю. Ничего сложного. Пожалуйста. Хорошо, очень хорошо. Замечательно. Несложно, правда? Несложно. Ну, перейдем тогда к следующему заданию. Следующее задание будет на проверку музыкального слуха. У нас для маленьких деток, поступающих, есть такая игра. Мы нажимаем определенное количество нот на клавиатуре, и их задача определить, сколько мы их нажали. Ну, например, я вам сейчас покажу. Например, это одна. И это одна. И это. Это две. Задание понятно? Отворачиваемся от клавиатуры и пробуем на слух определить, сколько же ноток я нажимаю. Правильно. 2, 3. Хорошо. Так, упражнение следующее будет посложнее. Скажите мне просто букву И. И. Нет, вы сказали И. А нужно И. И. Скажите У. Ю. Ю. Вот. Ю. Длинную протяните. Ю. Вот такая должна быть буква И. И. Вот, да. Ни, я, ни. Запомнили? Пробуем еще раз. Ни, Я, ни. Очень хорошо, смело. Ни, я, ни. Что это? Ни, я, ни. Хорошо, молодец. Основа пения – это дыхание. Без дыхания мы никак не можем обойтись. Вдох, так, и выдох. Дыхание развивается двумя способами. При помощи дыхательной гимнастики отдельно, то есть мы тренируем и разрабатываем объем легких, да? И потом в упражнениях в распевках. Но распевками мы сейчас с вами займемся. Просто так неожиданно пришел закат, ласково ноченька приплыла к нам с тобой берега. Можно мне помнить. До припева не дойдем мы. Куплет бы нам бы одолеть. Но еще разочек. Ласково ноченька приплыла к нам с тобой берега. Шелк уронила. Дальше еще разок споем. Что не так? И зачем я так хочу бежать? Если можно еще разочек. Голос – это такой инструмент, который нельзя пощупать. Вот если на фортепиано можно нажать ноту до, ноту ми можно нажать и найти даже ми бемоль, то в голосе, к сожалению, мы этого найти не можем. И это только на уровне ощущений, так же, как и у хореографов. Да? Ну, попробуем еще раз. Просто так неожиданно пришел закат, ласково ноченька приплыла к нам с тобой берега, шелк уронила, что не так. А давайте успоем на да. Да. Еще выше. Да. Да. Неожиданно пришел закат, ласково ноченька. Ладно, без мелизмов пока. Давайте без мелизмов просто. Мелизмы даже не знаю. Не забиваем сейчас этим голову. Помни. Вот я вам аплодирую. Я никогда в жизни не смогу без вас это повторить. Просто так неожиданно пришел закат, ласково ноченька приплыла к нам с тобой берега,
обронила, что не так? И зачем я так хочу бежать? Долго ли лодочка? Ты плыви, плыви, больно мне помнить. К нам часто обращаются люди с просьбой научить их петь. И очень много читают в интернете, что научиться петь может любой. Конечно, любой, отвечу я, и многие педагоги со мной согласятся, но для каждого человека по его способностям необходимо определенное количество времени. И чем меньше способностей, тем, соответственно, больше сил и больше времени нужно на это затратить. Поэтому в музыкальные школы идет обязательный отбор. Есть дети способные, которых принимают, и есть дети неспособные, которых не принимают, ну, просто потому что музыкальная школа – это обязательная программа, да, которой мы должны следовать. Но если вы хотите научиться вокалу для себя, то вы, конечно, можете обращаться к педагогу, заниматься частным образом, и определенные успехи у вас обязательно будут. Мария, спасибо большое. Мне было очень интересно попробовать себя в этой новой сфере. Буду пробовать еще.